Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. Больше пользы, чем вреда. Наши врачи развеивают мифы о вакцинации от коронавируса. Радует глаз. При въезде в Сухум реставрируют 2 многоквартирных дома. Не отстает талантом от деда. В фойе Абхаз-Госдрамтеатра проходят концерты классической музыки. Первый гость – внук знаменитого Юрия Башмета. Коронавирус продолжает распространяться в Абхазии. Согласно статистике Минздрава, ежедневно регистрируется больше 100 случаев заболевания COVID-19. Между тем, в обществе сложилось разное мнение по поводу вакцинации. Одни считают, что для защиты себя и своих близких необходимо сделать прививку, а некоторые же, напротив, избегают вакцинацию, считая, что от нее мало эффекта. Болеют ли привитые? Этим вопросом задались наши корреспонденты. Ответ в репортаже Алики Трапш. Бытует мнение, что даже после вакцинации люди заболевают. Мы связались по телефону с терапевтом Гудаутского ковидного госпиталя Эльвирой Бгамбо, которая также занимается и вакцинацией в Гудаутской больнице. Как сообщила нам врач, в госпитале нет больных ковидом после введения обоих компонентов вакцины. Однако есть несколько человек, которые заболели после первой вакцинации. Но опять-таки это произошло из-за несоблюдения ограничительного режима после прививки. Люди были в плотном контакте с больными коронавирусом и сами заразились, говорят медики. Течение болезни более благоприятно, чем у других больных, то есть они не дошли до реанимации. Поражение легких менее 40% у всех, менее 50%. Насчет того, что вот бытует у нас мнение, что сделаю вакцину, заболею, не сделаю вакцину, заболею, это полная глупость, потому что все в мире пандемии лечатся только вакцинацией. Поэтому комментарии, которые иногда читаешь, просто поражаешься. И становится за наших людей и стыдно. Медики в один голос говорят, что вакцинация защищает от заболевания COVID-19 или как минимум предупреждает развитие тяжелых форм этого заболевания. Прививку от коронавирусной инфекции люди переносят по-разному. Но в подавляющем большинстве случаев, если даже и проявляются побочные эффекты, то в виде небольшой температуры и недомогания в течение 1-3 дней. Но опять-таки есть те, кто остерегаются вакцинации, опасаясь каких-либо тяжелых последствий. Понятно, что у некоторых людей будут какие-то побочные действия. Начнем с того, что можно выпить таблетку аналгина или парацетамола и получить аллергическую реакцию. Не потому, что это вредная таблетка, а потому, что организм индивидуально среагировал. Это все понятно, такие вещи будут не исключением, но это будет не каждый второй. У меня лично было 2 аллергические реакции. Как аллергические реакции? Они были поздние, то есть как они протекали. У некоторых была, у одной пациентки тошнота возникла, у второй очень сильно крутило суставы. Они связали это с вакциной, что, конечно, под вопросом. И на вторую вакцинацию отказались, и мы уже не стали рисковать. Одни из самых тяжелых – это аллергические реакции тяжелые, в том числе анафилактический шок. Мы привили уже больше 4000 людей, и, к счастью, тяжелых последствий вакцинации у нас не было, не отмечалось. Там было пару аллергических реакций в виде крапивницы, поэтому 2-я доза вакцины была пациентам не введена, потому что анализы крови не соответствовали. Есть единичные случаи, которые осложнились. Это те люди, которые контактировали непосредственно у себя дома, уже контактировали с больными. То есть не сказав уже, не предупредив врача, они пришли, провакцинировались, то есть не сделали ни ПЦР-анализ, не сделали ни антитела, в общем, не проверили свои антитела. Так пришли, провакцинировались. Само собой, если уже в организме есть этот вирус, мы вводим вакцину, и там уже идет осложнение. На просторах сети интернет немало информации о якобы возможном чипировании населения путем введения им вакцины от коронавируса. Кто-то скажет, что это факт из области фантастики, но ведь есть и те, кто в это верит. У медиков на этот счет свое мнение. Вы знаете, наших телефонов достаточно, чтобы получить всю информацию о нас. О том, с кем мы кушаем, с кем мы сидим, с кем мы общаемся, куда ходим. Поэтому ни о каком чипировании здесь речи быть не может. В любом случае вакцина разработана для спасения народов, для спасения вообще
людей на Земле, поэтому она принесет больше пользы, чем вреда однозначно. С 11 мая в республике проходит бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции. В настоящее время порядка 4,5 тысяч человек сделали прививку от коронавируса по первому компоненту. По второму компоненту привилось 2052 человека. Активная вакцинация идет среди работников госструктур. Всего в Абхазию было доставлено 6,5 тысяч доз российской вакцины «Спутник В». Наш министр ведет с Российской Федерацией переговоры, и я думаю, через определенное время это все решится, и у нас будет новое поступление вакцины. Количество людей, обращающихся в поликлиники и больницы за ПЦР-диагностикой, с каждым днем растет. В последнее время практически каждый день количество людей, у которых тест показал положительный результат, превышает 100 человек. Что неудивительно, люди фактически перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Пренебрегая всевозможными правилами безопасности, активно посещают массовые мероприятия. А в это время врачи безвылазно дежуря в больницах изо дня в день борются за спасение каждого больного. Смертность для нашего населения очень высокая. Переносится очень тяжело, то есть людям не хватает воздуха. Они вроде дышат, а вдохнуть не могут, не поступает кислород. Они все на потоке кислородном. Кому не помогает, мы их на аппарат переводим. То есть нужно немножко себя поберечь, своих близких поберечь. Врачи не устают призывать граждан воздерживаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать элементарные правила социальной защиты и не бояться вакцинироваться. Все пандемии в мире лечатся вакцинацией. Чуму выиграли с помощью вакцины, оспу выиграли с помощью вакцины, корь выиграли с помощью вакцины, грипп выиграли, в конце концов, испанка с помощью вакцинации. И это не исключение. Посмотрите, вон есть страны, которые 100% привились и абсолютно ничего уже не боятся. 100% населения. Я сама привитая уже 4-й месяц. И, как видите, живая, здоровая. Чем больше привьются, тем больше у нас будет коллективный иммунитет, и эта инфекция уже как бы не будет искорениться. Люди должны сами осознать и прийти к этому. Не верить никаким публикациям, не верить никаким высказываниям. Пусть идут и вакцинируются. Несмотря на то, что в республике действуют ограничительные меры, массовые мероприятия все же проводятся. Каждому из нас стоит задуматься о последствиях нашего беспечного отношения к болезни в целом и вакцинации. Ведь именно от нас самих зависит наше здоровье и здоровье окружающих. Алика Трапш, Олег Варацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники управления угрозыска МВД совместно с отделом угрозыска УВД по Гагрскому району задержали и водворили в ВВС жителя города Гагра, так называемого вора в законе Цишба Станислава Леонидовича, 1957 года рождения. Также задержан считающийся криминальным авторитетом Пицунды Хишба Ринат Юрьевич, 1975 года рождения, проживающий в селе Лдза Гагрского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Следственным управлением МВД Абхазии 28 июня с согласия Генеральной прокуратуры по материалам, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГУ Национального онкологического центра Министерства здравоохранения Республики Абхазия Льва Аргун, заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квиквискири. Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, на стадии возбуждения уголовного дела действия вышеназванных лиц квалифицированы по части 4 статьи 157 «Хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения» Уголовного кодекса Республики Абхазия. На данном этапе предварительного расследования установлено, что вышеназванные лица, получая химиогормоны препараты в соответствии с госпрограммой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории республики с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов путем внесения заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медуслуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.
Предварительным следствием будет охвачен период времени действия государственной программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных с 2017 по 2021 годы. В настоящее время органами расследования выполняются следственные и процессуальные мероприятия, предусмотренные законодательством на этапе возбуждения уголовного дела, а также рассматривается вопрос меры пресечения в отношении подозреваемых Аргун, Лагвилава и Квиквискири. Одновременно Следственное управление МВД Республики Абхазия информирует граждан при наличии неправомерных действий со стороны должностных лиц Национального онкологического центра, в том числе связанных с получением бесплатной химиотерапии, обращаться по телефонам 8 840 229 72 20 или 7 940 967 54 00. 26 июня в районе Гагры скорый поезд Москва-Сухум столкнулся с экскаватором, который проводил ремонтные работы вдоль ЖД-полотна. В результате столкновения с экскаватором никто не пострадал, однако фактически на 8 часов было парализовано движение поездов. В этот период по маршруту следовало 3 состава: Сухум-Москва, Сухум-Санкт-Петербург и туристический поезд Туапсе-Гагра. Сотрудниками МЧС было оперативно организовано дежурство 2 пожарных машин, 2 автоцистерн с питьевой водой, 2 машин скорой медицинской помощи, а также 20 спасателей. На месте происшествия побывали вице-премьер-министр экономики Кристина Узган и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. 27 июня в 2 часа 30 минут движение по железной дороге из Гагры в Сухум было полностью восстановлено. В понедельник в Министерстве экономики прошло совещание, в ходе которого даны поручения детально разобраться в причинах происшествия. По данному происшествию назначена служебная проверка. Сегодня было проведено соответствующее совещание, даны поручения детально разобраться в причинах данного происшествия. Как произошел такой факт, что в период движения поезда экскаватор находился на железнодорожном пути. Наверняка имеет место нарушение инструкции, в том числе по службе движения поездов, диспетчерской службы и, соответственно, станции. До конца недели должно быть проведено служебное расследование для того, чтобы мы могли, соответственно, принять решение об ответственности тех, кто допустил такое нарушение. Работа в этом направлении сейчас активно идет. В Сухуме начали реставрировать фасады 2 многоквартирных домов на въезде в город. Также городские службы занимаются текущим ремонтом канализационных труб и водопроводов. Об этом материал пресс-службы столицы. В Сухуме начали реставрировать фасады 2 многоквартирных домов по улице Эшва. Эти дома стоят на въезде в город и одни из первых домов, которые видят гости столицы. Прошло 28 лет с окончания войны в Абхазии, а следы от войны в виде выбоин от снарядов и пуль до сих пор на фасадах многих зданий. По поручению главы государства администрация города Сухум приступила к работам по восстановлению фасадов 2 домов. Почему были выбраны именно пока эти 2 дома, потому что это въездная группа, это фактически люди, попадающие в город, они сразу же натыкаются на эти дома. Естественно, за тот период, который мы прошли послевоенное время, все наши фасады находятся в страшном состоянии. Естественно, было принято решение начать восстанавливать фасады, чтобы просто город привести в надлежащий вид. Виолетта Гумба живет в доме по улице Эшба 189 с 1987 года и помнит, как выглядел фасад дома и каким он предстал перед ней, когда вернулась после войны в свою квартиру. В ужасном виде. Ужасно. Но мы сами что-то делали, конечно. Но что мы можем сделать? Отдыхающие приезжают здесь, останавливаются. И все снимают это. Давно уже об этом говорили. Ну, дай бог, чтобы все не только наш дом, чтобы вообще вся Абхазия расцветала. Но мы очень рады, соседи очень рады. У нас, конечно, много проблем, но с чего-то начали, слава богу. Большое спасибо администрации. Молодцы ребята, в общем, смотрим на них, удивляемся. Целый день висеть не хочешь на жаре? Такого рода работы, помимо того, что дорогостоящие, требуют специальной техники. Ее в Абхазии нет, но есть строители, альпинисты, которых администрация столицы привлекла к работам. Учитывая сложность работ, учитывая, что у нас нет необходимой спецтехники, башенных кранов, которые позволяли бы нам провести подобные работы, было принято решение пригласить профессиональных строителей, альпинистов, которые имеют значительный опыт проведения таких работ.
Ребята уже работали на новом районе. Это была небольшая работа по частичному восстановлению фасада в доме по Агроба 9. Работу провели очень качественно. Ремонтные работы проводятся под контролем Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Сухума. По словам замдиректора департамента Руслана Авицба, при восстановлении фасада применяются качественные материалы, которые будут держаться долго. Строители произвели подготовительные работы, очистили фасад от старой штукатурки, отслаивающейся краски, зашпатлевали, загрунтовали выбоины от снарядов и межпанельные швы. Применяются качественные материалы, которые будут держаться долго, надеюсь, и наши фасады достаточно долгое время простоят в хорошем надлежащем виде. Конечно, чуть-чуть время занимает, учитывая, что это ручной труд. Это такой, скажем так, первый проект, который мы сейчас в таком масштабе делаем, потому что это полное восстановление фасадов. Если все удачно пройдет, я думаю, что будет создана такая целевая полная программа по восстановлению фасадов наших домов в городе Сухум. По улице Иналопа в промежутке между улицами Бубнова и Басария, где стоят две многоквартирные жилые новостройки, проводится масштабный ремонт канализационного коллектора. Как рассказал Руслан Авицба, после окончания строительства новых домов по истечении определенного времени произошла усадка строений и надлом канализации, из-за чего случилось постоянное подтопление двора нечистотами из канализации. Проблема она давняя, потому что после окончания строительства по истечении какого-то времени произошел усадка этих строений и, в общем, произошел надлом канализации. Жители неоднократно обращались, потому что там на самом деле аховая ситуация. Из-за надлома происходит постоянно подтопление территории двора. И, естественно, это вызывает недовольство наших жителей. Даже несмотря на то, что дома это не муниципальная собственность, это частные строения, частные многоэтажные дома. Тем не менее, это наши жители, наши горожане, и они, естественно, также должны жить в нормальных, комфортных условиях. Поэтому в администрации было принято решение заняться капитальным ремонтом. Учитывая сложность работ, потому что это достаточно недешевая работа, 20% стоимости работ взял на себя город, остальное это было выплачено из республиканского бюджета. Муниципальное учреждение «Горстройпроект» администрации Сухума проводит на набережной замену плафонов, ремонт фонарных столбов, тумб и очистку каменных парапетов. Работы были произведены по очистке от соли и красок, которые были годами, наносились годами. После этого мы проштукатурили это все специальными смесями, которые будут долго сохранять сам вид. Сам парапет мы его ранее очищали, но сейчас мы опять планируем их очистить не пескоструем, как было сделано ранее, а почистить именно керхером, то есть отмыть от существующей грязи. Впереди у нас участок от Амры до здания правительства. Также в столице продолжаются плановые ремонтные работы. В детско-юношеской спортивной школе номер 1 по проспекту Аяйра Горстройпроект проводит ремонт фасада и замену напольного покрытия. Горстройпроект также проводит капремонт остановки общественного транспорта в Синопе. В ходе плановых работ ремонтно-строительное управление администрации Сухума производит замену изношенной водопроводной трубы по улице Агумава. Работы проводятся на участке от перекрестка улицы Арзенба до перекрестка с улицей Спортивная. Одновременно на нескольких столичных улицах идут работы по подключению к новым водопроводным трубам и устранению утечек. РСУ также устранила утечку между медколледжем и пятиэтажкой. Вся сложность заключалась в том, что сама водопроводная труба проходит вблизи высоковольтной опоры. Во избежание ЧП попросили СОС оказать содействие. Ниже медколледжа была такая же ситуация. Труба находится на тротуаре, мешал троллейбусный столб. Троллейбусное управление тоже подключилось к работам, перенесли столб на несколько метров, чтобы могли устранить утечку. Мадина Абганба, Амра Амичба, Алексея Кухава, пресс-служба администрации города Сухум. Государственный камерный оркестр Абхазии продолжает свою летнюю программу. В Абхазском драматическом театре имени Чанба состоялся концерт классической музыки, в котором принял участие юный, но уже известный скрипач Грант Башмет, внук знаменитого российского музыканта Юрия Башмета.
Завораживающие звуки Адажио Альбинони – одной из самых известных музыкальных композиций. Эту мелодию исполняли ведущие оркестры. Ей посвящены книги и статьи. На ее основе создавались песни. Хосе Каррерас, Лара Фабиан, Демис Русос и многие другие исполняли Адажио на лучших музыкальных площадках мира. Сегодня мелодия звучит под сводами Абхазского драмтеатра, как и прежде, очаровывая зрителя своей грустью и заставляя задуматься о вечном. Публика очень теплая. Я вижу, что есть и наша публика, есть и много отдыхающих. Музыка рассчитана на любой жанр. Она и популярная, и классическая, и музыка из кинофильмов. Я стараюсь, чтобы не утяжелять сильно классической программой, для того, чтобы наша публика имела возможность вкусить все прелести каждого жанра. Государственный камерный оркестр – это слаженная команда, воплощающая малейшие намеки дирижера. Артисты мастерски управляли инструментами, наполняя музыку эмоциями. Настоящим подарком для слушателей стало выступление юных скрипачей Эмилии Терзиан-Хагба и Гранта Башмета, внука знаменитого музыканта Юрия Башмета. Несмотря на свой юный возраст, Грант Башмет уже успел объездить полмира и стать лауреатом международных музыкальных конкурсов. Я играю на скрипке с 4, как только что-то началось дельное получаться, когда уже можно было меня куда-то выставлять, начал ездить. И на самом деле редко езжу именно по городам, в основном в Москве все происходит. Но если выезжаю, всегда какой-то новый опыт, что-то такое приятное и необычное. Мы ехали из Сочи на машине, и так специально никуда не заезжаю, но все равно как минимум виды, просто пока едешь, уже прям завораживает. Честно, никогда не видел такого. Зал прекрасный, зал очень, во-первых, акустика шикарная, во-вторых, очень живописно, очень красиво и очень нравится здесь. В концерте также приняли участие именитые абхазские вокалисты. Нана Черкези и Алхаз Ферзба вновь продемонстрировали зрителю прекрасную вокальную школу и артистический темперамент. О смысле классической музыки говорить можно долго. Историческая ценность, культурное наследие, нравственная составляющая. И это лишь малая часть ее значимости. Как певцу мне всегда приятно выступать перед публикой, перед любой публикой, тем более перед нашей. И в этом драматическом абхазском театре здесь такая архитектура и акустика, и это витражное стекло. Это очень красиво, здесь атмосферно очень. И, во-первых, то, что это классическая музыка, приобщать и нашу публику, и гости наши, которые с России приезжают. Они с удовольствием принимали. Мы получаем приятную энергетику. Соответственно, мы в войне отдаем так, как и они нам тоже дают. Радость и грусть, ностальгия и игра, вложенные музыкантами в каждое произведение, в полной мере прочувствовали и зрители. Такие летние программы – это такое удовольствие в Сухуми приехать. Мы теперь на лето приезжаем и окунуться и в классическую музыку, и в летнюю чудесную программу, и весь оркестр. Я, в общем, в полном восторге. Честно говоря, я как будто попала в сказку. Такая атмосфера, так светло, ярко. В какой-то момент ты просто погружалась и не выходила оттуда. Но потом понимала, что упс, а как? Как эта музыка, она настолько заходит в глубину души и дает настолько ей раскрыться, что прям хорошо после нее становится. Каждый из них – это небольшой компонент огромного механизма, когда невозможно без дирижера сыграть оркестр. И наблюдать за ним – это, конечно, одно удовольствие. Для меня потрясающие вообще солисты нашей абхазской филармонии Алхаз Ферзба и Нана Черкезия. Ее лауреата, она превосходит все наши ожидания. И, конечно, хочу отметить Александра Авицба. Не знаю, для меня этот человек, который настолько органичен в своей игре, в своей манере. Государственный камерный оркестр Абхазии продолжает летний концертный сезон. Каждую пятницу в Абхазском драмтеатре будут звучать шедевры мировой классики. Эсма Гуландзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Со 2 по 10 июля в Сухуми в шахматной школе имени Карпова в рамках международного шахматного фестиваля «Абхазия» состоится турнир «Сухум Open 2021». В турнире примут участие сильнейшие шахматисты Абхазии и гости из многих регионов России. В связи с пандемией количество принимаемых заявок ограничено. Предположительно, будет 40-50 участников. В целях эпидембезопасности участники будут разделены на две группы. Дети утром, взрослые вечером. Игры будут проводиться с соблюдением социальной дистанции, использованием масок, дезинфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры. Сухумский водоканал сообщает, что во вторник, 29 июня, в связи с ремонтными работами водопроводной сети по улице Киарас, 10/17, массив Гумыста будет прекращена подача питьевой воды с полуночи до 22 часов в районах города. Новый район, Старый поселок, Вокзал, улица Адыгейская, Вием, центральная и нагорные части города, рынок Маяк. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра, во вторник, 29 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 18-23, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 23 градуса. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.